наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике, предлагаем послушать. Дмитрий Николаевич, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о пожароопасной обстановке в нашей республике. Добрый день. Ситуация с природными пожарами на территории республики остается напряженной. На сегодняшний день всего на территории республики действует 135 природных пожаров на общей площади более 1 миллиона 264 тысяч га. Работы проводятся по тушению 48 природных пожаров на общей территории 516 тысяч га. Всего принимает участие 1806 человек, 238 единиц техники. За прошедшие сутки локализовано 13 природных пожаров на общей территории 78 тысяч га. Ликвидировано 34 на площади 352 тысячи га. Также обнаружено 15 природных пожаров на общей площади более 2800 га. На особом контроле находятся природные пожары на территориях Горного и Верхнеивлюйского района. Это по 4 населенным пунктам Өрт, Магарас и Кюрелях, а также у населенного пункта Такыракы. Также активно ведется применение авиации Министерства обороны и МЧС России. За прошедшие сутки танкерная авиация Министерства обороны работала по Верхнеивлюйским пожарам. Б-200 авиации МЧС России работала по Нюрбинским пожарам. Также проводятся работы с применением вертолетов Ми-8. Работают в Ленском, Алекминском, Нюрбинском и в зоне действия города Якутска. Хочу отметить, с сегодняшнего дня также начинается работа ФБУ авиалесоохраны, тушение пожаров с применением взрывчатых веществ. И сегодня они будут работать по природному пожару. Это номер 4А между Горным и Намским районом со стороны Намского района. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Роспотребнадзор рекомендовал довести в отдельных регионах уровень вакцинированных сотрудников до 80%. На поддержку многодетных семей выделили дополнительно почти 1,5 миллиарда рублей. В Ленске появится сквер авиаторов. Расскажем, на какие конструкции можно будет посмотреть. Тем временем более 600 человек противостоят огненной стихии в Горном районе. Среди них как профессионалы, так и обычные жители, добровольцы. В их числе оказались и наши коллеги из Улус Медиа. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. В штабе волонтеров движение не останавливается ни на минуту. В конце недели особый наплыв добровольцев. Неравнодушные якутяне в свои выходные едут помогать профессионалам в борьбе с лесными пожарами. Бывают вот такие вот торфяные поля небольшие, да? Если вы там провалились ногой в кроссовке с незащищенной стопой, да? Вы можете получить серьезный ожог. Инструктаж, профессиональные спасатели подробно объясняют все возможные сценарии. Риск реальный. Нельзя упустить ни одной мелочи. Для того, чтобы дыхательные пути освободить, нам нужно запрокинуть голову. Мы на лоб вот так вот давим и пальчик, и поднимаем подбородок вот таким вот образом.
Экипировка желательно своя, но при возможности выдают лопаты и ранцы для тушения. Сборы и наша команда Сахапечати отправляются в путь. В селе Магарас, где действует сразу несколько пожаров, получаем установки и проходим еще один инструктаж. Главное – безопасность и слаженность действий. Нас отправляют на 138-й километр, где от просеки пустили встречный огонь. Наша задача – следить за тем, чтобы он не вышел из-под контроля. Наша бригада Сахапечати дошла место, где мы будем сейчас локализоваться. Это 138-й километр на трассе. Огонь видно за моей спиной. Это вот маленькая точка. Это за трассой, за по ту сторону дороги. Пустили встречный отжиг, и наша задача караулить его, чтобы он не ушел за те пределы, которые у нас контролируются. Сегодня ночью мы будем дежурить, и потом уже завтра приедут профессионалы, сотрудники МЧС, которые будут смотреть и оценивать ситуацию. И, если что, приедет дополнительная сила. Разбили лагеря и распределили дежурство. Ближе к полуночи начинается дождь, но расслабляться все равно не стоит. Каждые 2 часа проводим обход минерализованной полосы. Под утро огонь стих, природа словно дает отдышаться огнеборцам. В местности недалеко от пилорамы работают бойцы лесоохраны. Накануне ситуация здесь была непростой. Пускали встречный огонь. Мы провели большую работу. Смогли потушить пожар по правой стороне Магарас. Сегодня немного отдохнули благодаря дождю. Но поступила информация, что огонь разгорелся у другого поселка. Сейчас соберемся и в количестве 15 человек поедем туда. В бригаде сотрудники лесоохраны разных районов – Амгинского, Алданского, Чурапчинского. Прибыли в Горное еще 14 июля. С тех пор практически без отдыха на страже поселка. Мы здесь уже больше 10 дней. По-разному бывает. Иногда месяцами не видим свои семьи. От одного пожара к другому. Родные уже привыкли. Остается им только набраться терпения. А недалеко несет пост бригады медицины катастроф. Они оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи. Кислорода, укладка, реанимационная укладка, и травматологическая укладка, лекарственные средства. Соответственно, здесь и живем, и питаемся. К счастью, пока обходится без серьезных увечий, говорят медики. Но не только огонь может угрожать людям. На трассе каждый день патрулируют дорожники. Сгоревшее дерево могло упасть прямо на проезжую часть. Меньшее – перегородить дорогу. Хуже, если под ним окажутся проезжающие мимо люди. В паре километров от трассы разбили лагерь сотрудники государственной пожарной службы. В Горное они прибыли тоже в качестве добровольцев, помогать коллегам. В обычные дни их задача – тушить пожары в жилых домах. Приехали добровольцами. Противопожарной службы у нас 16 человек. Проводим после опашки установки минерализованной полосы, окаруливание участки 8 километров. Вот этот ров называется минерализованная полоса. Он помогает остановить огонь и создает такой искусственный барьер. Его делают специально для того, чтобы остановить огонь и чтобы он не перекинулся с одной части леса на другую. За моей спиной можно заметить, как вот с этой стороны уже земля горит, а с этой стороны лес еще цел. Задача добровольцев заключается в том, чтобы расчищать эту полосу, чтобы на нее не попали сухие деревья и трава, которые могут перенести огонь на другую сторону. Как и остальные добровольцы, через сутки-двое мы возвращаемся в Якутск к своей обычной жизни. Но работа закончилась только для нас. На передовой остаются сотни сотрудников МЧС, спасателей, авиалесоохраны, Якутлесресурса, дорожников, энергетиков. Пока стихия бушует, покой им только снится. И то, если получится уснуть следующей ночью. К нашему отъезду бригаду лесоохраны перебросили на Кюрелях. Саргалана Захарова, Горный Улус. Из-за сложной эпидемиологической ситуации 35 регионов России уже приняли постановление об обязательной вакцинации. Новое постановление Минтруда и Роспотребнадзора рекомендует привить в таких субъектах не менее 80% работников. Главными рычагами поощрения сотрудников стали дополнительные выходные, а также премии и подарки. Их могут предоставлять не только работодатели, в том числе частных компаниях, но и власти региона. Так, в Якутии всем привитым бюджетникам предоставляется по 2 дополнительных выходных – в день укола и следующий за ним. Учитывая, что большинство местных жителей прививаются двухкомпонентной вакциной, всего получается 4 выходных.
Между тем, план вакцинации против коронавируса в Якутии выполнили примерно на 64%. Показатели вакцинации ниже среднереспубликанских фиксируются в Алданском, Булунском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Сунтарском, Усть-Алданском, Устьянском и Чурапчинском районах. Ниже 50% плана вакцинации выполнен в Амгинском, Верхневилюйском, Намском и Татинском районах. Напомним, по постановлению главного санитарного врача республики в срок до 15 августа должна быть обеспечена вакцинацией не менее 70% работников определенных отраслей, а по некоторым профессиям прописана обязательная вакцинация всех сотрудников. А мы продолжаем. На поддержку семей, воспитывающих 3 и более детей, выделили дополнительно почти 1,5 миллиарда рублей. Речь идет о ежемесячных выплатах многодетным семьям на 3-го ребенка или последующих детей до 3 лет. Размер выплат зависит от конкретного региона. Он уравнивается с детским прожиточным минимумом и в среднем по стране составляет 11 300 рублей. Дополнительные средства поступят и в Якутию. Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. К другим новостям. В 2025 году Нерюнгринский район отметит свое 50-летие. А в 2026 году 100 лет исполнится поселку Чульман и селу Иенгра. О том, как нерюнгринцы будут готовиться к знаковым датам, руководителю республики Айсену Николаеву рассказал глава муниципалитета Роман Щегельняк. Глава региона ознакомился с 5-летним планом социально-экономического развития района. Документ включает мероприятия по развитию инфраструктуры, в том числе ремонт дорог. Для того, чтобы отремонтировать все дороги, необходимо порядка 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Инфраструктурное развитие предусматривает реконструкцию городского водоканала и обновление системы водоотведения. Также отметили необходимость строительства школы номер 9 в Чульмане. Здание находится в аварийном состоянии. Сквер авиаторов появится в Ленске. Этот проект по благоустройству общественных территорий был выбран в прошлом году путем голосования в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В минувшем году был установлен постамент и благоустроена территория. В этом была собрана модель самолета Ан-2 1947 года выпуска. Накануне памятную конструкцию водрузили на постамент. Это заслуга инициативной группы, которые еще в 2017 году решили восстановить самолет списанный и поставить вот здесь его на постамент возле аэровокзала. Был сделан проект, был найден подрядчик. Благодаря тому, что подключилась администрация города, у нас вот получился такой сквер, очень хорошее такое место для горожан. Я думаю, что он и дальше будет как бы быть визитной карточкой города. Руководство Олимпиады в Токио потребовало от болельщиков не стоять у обочин. Все произошло после того, как сотни человек в выходные выстроились вдоль трасс, где проходили соревнования по велоспорту и триатлону. Напомним, игры в этом году проводятся без зрителей. Несмотря на это, МОК заявила о 16 новых случаях заражения в Олимпийской деревне, а власти Японии сообщают об увеличении числа инфицированных в самой столице. Подробнее расскажет Анастасия Дмитриева. Организаторы игр в Токио попросили болельщиков перестать смотреть с обочины на такие мероприятия, как велоспорт и триатлон. Это обращение прозвучало после того, как сотни человек выстроились вдоль улиц в первые дни Олимпиады, подбадривая спортсменов, несмотря на то, что официальные лица запретили это делать. Представитель местного оргкомитета повторил требования на пресс-конференции в понедельник. Мы должны поблагодарить тех людей, которые не пришли и остались дома, чтобы посмотреть эти мероприятия. Да, конечно, у нас смешанные чувства, но мы должны подчеркнуть, что это правило, которое мы объявляем, и будем продолжать говорить, что люди должны воздерживаться от посещения мероприятий вдоль дорог. На вопрос, может ли быть какое-либо смягчение правил, касающихся допуска болельщиков на стадионы, представитель МОК Марк Адамс ответил, что это будет зависеть от местных властей. С точки зрения МОК вас не удивит, если вы узнаете, что мы будем полностью следовать советам японских органов здравоохранения по этому вопросу. Конечно, сердца всех разбиты, когда нет зрителей, но здоровье и безопасность являются приоритетом номер 1.
Международный олимпийский комитет, тем не менее, в воскресенье пошел на уступки и разрешил спортсменам на 30 секунд снимать маски на пьедестале, чтобы сфотографироваться. Организаторы игр в понедельник сообщили о 16 новых случаях заражения COVID-19 среди тех, кто связан с мероприятиями, в результате чего общее число инфицированных достигло 148 человек. Вспышка заболевания наблюдается и в Токио, где в воскресенье зарегистрировано 1763 случая. Над соревнованиями нависла еще одна угроза – погодная. На расписание во вторник может повлиять приближение тропического шторма Непартак, который, впрочем, еще сутки назад квалифицировался как тайфун. Метеорологическое агентство Японии предупредило о сильном дожде, мощном ветре и высоких волнах. К этому часу это все новости. Хорошего дня!